Двойной пуск ракет от Роскосмоса. Microsoft представила следующую версию операционной системы Windows, а посетители выставки Saha Innovation сделали народный выбор. В эфире наша еженедельная программа о новостях из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Двойной пуск от Роскосмоса. На этой неделе сразу две ракеты-носителя отправились в космическое пространство с разными миссиями. «Союз-2-1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» взмыла в небо с космодрома Байконур. На борту груз для Международной космической станции. Это топливо, питьевая вода и техническое оборудование. И буквально накануне «Прогресс» успешно пристыковался к Международной космической станции. А на следующий день стартовой площадкой стал космодром «Восточный». Оттуда дали пуск ракете-носителю «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат». На борту 36 спутников британской компании OneWeb. Аппараты предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Земли. После данного пуска орбитальная группировка сможет охватить все регионы к северу от 50 градусов северной широты. На головном обтекателе «Союза» надпись «Hello, North Pole» весьма символично. Тем временем в Китае вовсю готовятся к освоению Красной планеты. Первая пилотируемая миссия на Марс запланирована на 2033 год, заявил руководитель Китайского исследовательского института ракетной техники. Первыми шагами Китая на Марсе станет изучение грунта, сбор образцов и выбор места для размещения базы. Следующий этап – отправка груза для строительства постоянного поселения. Затем между Землей и Марсом начнутся регулярные грузовые рейсы. Более того, все это Китай собирается реализовать до 2043 года. При этом полет до Марса и обратно будет занимать сотни дней. И все это вполне реально, а не пустые фантазии. Космические успехи у Китая серьезные. Поднебесная начала строить собственную орбитальную станцию, а в начале июня отправила на нее первых космонавтов. Добрался до Красной планеты и китайский марсоход, который прямо сейчас собирает данные. Таким образом, Китай стал третьей страной, отправившей подобный аппарат после СССР и США. Теперь к делам вполне земным, и это, поверьте, коснется практически каждого из нас. Компания Microsoft официально представила операционную систему следующего поколения Windows 11. В ходе предварительной презентации рассказано о самых существенных изменениях, показан обновленный интерфейс и названа примерная дата официального выхода пользовательской версии 11-й винды. Новая операционка сможет поддерживать приложения для Android, такие как TikTok, Instagram и другие, а также будет интегрирована с функциями Xbox. Меню «Пуск» лишится живых плиток, впервые введенных еще в Windows 8. По аналогии с Android и iOS, обновленный пользовательский интерфейс получит закругленные углы. Виджеты и сенсорные жесты становятся одной из составных частей Windows 11. Панель виджетов выдвигается с левой стороны, и пользователь сможет развернуть ее в полноэкранный режим. И последняя, как для меня, так очень приятная новость. Windows 11 не будет браузера Internet Explorer. Разве не прекрасно? Точная дата выхода операционки пока не объявлена, но у владельцев Windows 10 она автоматически обновится до новой версии, причем в ближайшие месяцы. А лучшие якутские стартапы смогли увидеть посетители республиканской выставки Saha Innovation. Мероприятие в онлайн-формате включало не только виртуальную выставку, но и обширную деловую программу с мастер-классами и лекциями, конкурс «Битва стартапов» и другие события. Свои разработки представили 37 участников, от небольших стартапов до крупных IT-компаний. А посетили выставку 15 тысяч человек. Неплохой размах. Более того, каждый гость мог отдать свой голос за наиболее понравившегося участника. А проект, набравший наибольшее количество голосов, выбран победителем в номинации «Народный выбор». В этом году им стал Марк Антонов, резидент IT-центра в Нюрбе, с проектом автоматического санитайзера «Вист». Автор проекта покажет его сам. Меня зовут Антонов Марк Прокопьевич. Я являюсь педагогом Центра цифрового образования детей IT-Куб города Нюрба и представляю вам мою разработку. Автоматический санитайзер «Вист»
Это многофункциональное устройство, которое дезинфицирует руки, одновременно измеряет температуру бесконтактным способом, делает снимок с камеры ПК и сохраняет на ПК полученные данные термометрии в виде файла изображений. Лучшим изобретателем стал Евгений Попов. Это тот самый биолог, который в составе команды биотехнологов под названием «Ксенос» из Якутска обнаружил жуков, поедающих пластик. Опираясь на это открытие, они создали портативные мини-станции для утилизации пластика с помощью жуков в домашних условиях и в офисе. В одной станции поселят больше 900 жуков Zoophobos morio. Этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить обычной семье переработку бытового пластика. Например, пакеты, упаковки из полистирола, пенопласта и полиэтилена. Можете посмотреть, как Zoophobos morio питается полистиролом. У него есть определенные бактерии, которые расщепляют пластик. Вот у нас небольшая культура, и мы делаем контейнеры для домашнего использования, чтобы люди, радеющие за экологию, могли самостоятельно утилизировать пластик в своих домашних условиях. Все победители и призеры получили ценные призы и подарки. В общем, выставка прошла отлично. Остается ждать, когда появится возможность посмотреть на все изобретения вживую. Например, во время Saha Innovation следующего года. Завершим выпуск изобретением, которое точно придется по вкусу любителям комиксов и киновселенной Marvel. Блогер из США Джек Лейзер воссоздал щит Капитана Америки. При этом не только его внешний вид, но и основные особенности. Разработчик испытал множество прототипов, но в итоге остановился на версии из карбонового волокна и стеклопластика. Благодаря этим материалам копия, как и оригинал, способна отталкиваться от стен и возвращаться обратно в руки. А чтобы запускать и ловить щит было максимально удобно, Лейзер разработал специальные магнитные крепления на руке. В видео такое решение работает. Что касается защитных функций, то от пуль щит точно не убережет. А вот выдержать бросок ножа, кирпича или бутылки – это пожалуйста. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!